Несколько недель назад на этом участке дороги сбили подростка. 13-летний Алина Феев переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После случившегося жители микрорайонов Каменка и Белая обратились к властям с требованием решить проблему с пешеходными переходами в этом районе. На днях здесь установили светофор с кнопкой для пешеходов. Конечно, удобнее стало. Теперь можно хоть ребенка одного отпускать в школу, потому что то аварии, то постоянно. Это очень удобно. Наконец-то додумались. Реверсионное движение сделали, а пешеходного перехода нет. Это хорошо. Это замечательно. Я подошел, нажал на кнопочку и перешел дорогу. Все замечательно, все отлично. Так и должно быть. Аварии происходили только из-за того, что люди несуразно относятся к правилам дорожного движения. Меня вот самой недавно чуть машина не сбила. Хотя пешеходная дорога, да, видят, что нужно немножко притормаживать, но они абсолютно не останавливаются. И на моих глазах мальчика сбили. Но если бы этого не произошло, оно бы, наверное, еще и не установилось. Теперь, чтобы перейти дорогу в этом месте, необходимо нажать кнопку и дождаться разрешающего сигнала светофора. Однако мнения местных жителей разделились. Некоторые считают, что такой светофор создает множество неудобств. Страшно неудобно. Попадал на случай, когда он моргает, вот этих желтых я еще не видел, а машины едут, не останавливаются. Стало еще хуже, потому что люди не видят, многие не знают, что надо нажать кнопку. Получается, водитель едет, издалека видит, что у него зеленый свет. И как бы едет себе, а тут и с колясками люди, и старики. Из 10, может, пару человек, и то молодежь. Там дети тоже бегают, я не знаю, это к лучшему или к худшему. Поможет ли новый светофор избежать аварий на этом участке дороги, покажет время. Однако местным жителям и особенно детям необходимо быть бдительными, переходя дорогу с реверсивным движением.